В библиотеке имени Гаспринского не протолкнуться. Здесь открылась фотовыставка молодого фотографа Эльмиры Максютовой, известной под псевдонимом Эльмира Тизе. Выставка «Традиции с колыбели» стала для нее дебютной. Фотографией Эльмира Ханум увлеклась давно, но свое направление нашла не сразу. Больше 9 лет я уже фотографирую. Началось мое увлечение с подарка моей сестры в одну из лучших фотошкол Крыма. Я долго себя искала, но когда у меня родился племянник, я стала настоящей тизешкой. Я как раз совместила свое дело с тем, что я очень люблю, с детьми. Ну и, конечно же, всегда хотела сделать какой-то вклад именно национальный, да, что я могу сделать для своего народа. И благодаря деткам я смогла добавить вот эту частичку себя через эти фотографии. Эти эмоции очень сложно передать. Объектив фотоаппарата Эльмиры Тизе запечатлел уже более 50 новорожденных. Направление ньюборн стало ее профессией и частью жизни. Каждая фотография – новый, неповторимый образ. Снимки малышей с элементами крымско-татарской атрибутики вызывают яркие и теплые эмоции. В них заложен глубокий общечеловеческий смысл – продолжение рода, преемственность поколений, семейные ценности, национальные традиции и возрождение народа на родной земле. Я очень долго думала, как я могу добавить национальную нотку в свои работы. И искала ее, вдохновлялась нашим бытом предков. Чем они занимались? У каждого рос виноград во дворе. Добавляла фото с виноградом, с гроздями винограда. У нас были чобаны. Первая моя как раз фотография была именно в образе чобанчика. Хаве – неотъемлемая часть нашей культуры, да, то, что любит наш народ. Ну и так потихонечку собирала по крупицам, что можно передать. Ну, до сих пор нахожусь в поиске, потому что хочется показать еще больше. Фотовыставку «Традиции с колыбели» посетили и сами маленькие модели и их родители. Начнем с того, что это мой третий ребенок. То мы, например, у Эльмиры Ханум прошли фотосессию, мы были в роли чобанчика, потому что у нас тут настоящий ногайский принц, король степей. Мы были еще в образе депутата. Возможно, это будущий предводитель, ну, если не народа, то, может быть, какого-нибудь нашего прекрасного города. И хочу пожелать Эльмире Ханум, чтобы она не останавливалась на достигнутом, чтобы ее талант не знал границ, а ее выставки как можно чаще проходили, и люди знакомились с ее талантом. Изначально, когда я уже была беременна третьим ребенком, я мечтала о такой фотосессии. Мы были в образе крымско-татарской хозяюшки. Эльмира специально подобрала нам наряд, такой голубенький, красивый, нам подходил этот образ. Вот. И все очень быстро прошло на одном дыхании, хотя съемка длилась где-то часов 5, наверное. Но ребенок себя проявил хорошо, и эта съемка состоялась. Вот теперь мы обладатели таких крутых фотографий, смотрим, просто наслаждаемся. Среди гостей фотовыставки не только молодые мамы, но и журналисты, общественные деятели, артисты и поклонники таланта Эльмиры Тизе. Вот на эти портреты, фотографии смотрю, душа радуется. Хочется дальше хорошо жить дальше и радоваться жизни, чтобы мир над головой был у нас у всех. Мен о ресімлерді көргенде Эльмира Ханымның дүниясы. Не үшін десеңіз, балалықтан пек sevеді küçük балаларны. Ve олардың әрдайым ақылымда әрдайым бір ойындар тапайды, олармен заман ойнайды. Шун үшін мен белесем хоббимін, я ішіні өзіне сайлап алғандыр. Эльмира Тиземіз, біз алыштық оны өле она айтмая, чүнки керчекте бір өле яқын адам бізге.
Эки баламның фотосессияны япты. О биринчи бизим фотосессиямызны ве Ахметке ве Саидке япты. Ве бүгүн сиз бу фотолары фотосергисинде көрдүңүз. Алар милли халпакларда эле кырым татар огланлары ньюборн фотографияларны bizim халкымызда Кырымда бир кимсе япмай. Фотовыставка «Традиции с колыбели» в библиотеке имени Гаспринского будет проходить в течение месяца. Приходите и получите море позитивных эмоций.